С жителями домов, расположенных рядом с рекой Сунжа, проводят профилактическую беседу. Трубы, с которых предположительно стекает канализация, видны прямо с моста. Если экспертизой будет доказано, что вода загрязняется и экологии причиняется ущерб, жителям придется заплатить внушительный штраф. Мужчина утверждает, что у них своя канализационная яма и что не имеет отношения к тем трубам, которые выходят прямо в реку с той стороны домовладения, в котором он проживает. В своеобразный эко-патруль вошли представители Росприроднадзора, администрации Сунжи, городского совета депутатов и правоохранительных органов. Комиссия проводит подворовые обходы, проверяя тем самым факт загрязнения реки. Ранее мы совместно с горсоветом, депутатами выходили, прямо по руслу реки прошлись, и вот были выявлены эти факты. Установили координаты данных труб в связи с тем, что мы не могли установить, с какого дома данная труба выходит. Сейчас по поручению главы республики по данному факту мы выезжаем подворно, смотрим, куда это выводится с данного домовладения, эта труба или нет. В результате проверки комиссия зафиксировала 37 нарушений, и речь идет только о территории в городе Сунжи, через которую протекает одноименная река. Более 7 часов провели вдоль всего водоема представители Росприроднадзора и городского совета депутатов, фиксируя случаи на фото. Проблема заключается в том, что так как население не привыкло, что проверка проходит по устью реки, некоторые трубы, конечно, прям очень сильно маскировались, то есть практически невозможно было их увидеть. А некоторые реально прям бывало такого, что бедная река уже забила одну трубу, он не поленился, чуть выше проложил новую трубу. То есть, вот такие случаи, к сожалению, выявлены были. Ну и сейчас вот проводится проверка. Не так давно главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено провести проверку после массовой гибели рыбы в реке Сунжа. Сигнал забил Народный фронт. Отравленную воду пьет домашний скот. В ближайшее время будут отобраны пробы, и после заключения экспертизы виновные понесут ответственность. Росприроднадзор, в свою очередь, первоначально для юридических лиц там штрафы десятки миллионов, точнее штрафы небольшие, там до 30 тысяч выходит той или иной штраф, но есть так называемый расчет экологического ущерба. А вот расчет экологического ущерба в среднем может быть около 150-250, а может быть и больше. То есть это среднее берется там толщина трубы, жидкость анализируется, и последующим штраф очень высокий. Ну и для индивидуальных, то есть физических лиц, то есть для домовладения, которое будет выявлено, для них тоже штрафы до 5000 рублей. Но эта ситуация такая, что так как это длящееся преступление, то есть нарушение, соответственно, это возможно каждый день фиксирует и каждый день накладывает тот или иной штраф. Сейчас на очереди у проверяющих сельское поселение Троицкое и Карабулак, через которые проходит река Сунжа. Там также будет проведена аналогичная работа. Зелимхан Калоев, Сулейман Костоев, Магаз 24.